Сейчас мы находимся неподалеку от столичного киноконцертного комплекса «Кофе Бурбат», где с участием президента Эмомали Рахмона и членов правительства проходит торжественное собрание и концерт, посвященный 25-летию независимости Таджикистана. Пресса на это мероприятие допущена не была. Внутри только сотрудники Первого государственного телеканала, которые обеспечивают прямое вещание. Кстати, на военный парад, прошедший сегодня утром, для журналистов вход был также закрыт. В параде на главной площади страны принимали участие 16 тысяч военнослужащих и сотрудников силовых структур. Вывели практически всех. Например, по некоторым данным, в Министерстве обороны страны с утра остались только солдаты и офицеры, несущие караул, и дежурные. Президент страны Эмомали Рахмон в своей поздравительной речи призвал военнослужащих вооруженных сил преданно служить Родине, защищать ее рубежи и конституционный строй в стране. Парад открыли воспитанники Душанбинского военного лицея, своей барабанной дробью задавшие ритм начала торжественному шествию. За ними шли ветераны вооруженных сил страны, Национальная гвардия, женщины военнослужащие, офицеры и солдаты Минобороны, МВД, Минюста, Госкомитета национальной безопасности, Комитета по чрезвычайным ситуациям, погранвойск, таможенные службы и многие другие. Параду предшествовали многомесячные тренировки, из-за которых ежедневно перекрывалось движение транспорта по протокольной трассе и прилегающим к ней улицам. На следующий день праздник продолжится. В торжественной манифестации по центру Душанбе пройдут 60 тысяч горожан, среди которых врачи, педагоги, школьники, студенты и сотрудники госучреждений. По словам некоторых студентов и школьников, занятия проводились нерегулярно из-за финальных репетиций. Вечером горожан ждет театрализованное гала-шоу, которое пройдет на республиканском стадионе, вмещающем более 15 тысяч зрителей, артистов и участников. На сцену главного концерта года будет выходить не меньше. В последние годы практически все государственные праздники проводятся с особым размахом по всей стране, несмотря на то, что республика испытывает финансовые трудности. Причем средства на праздники выделяются не только из госбюджета, но и за счет средств отдельных предпринимателей.